Уақыты болады. Мен теңге уақытта реті келген кезде сол кезде қоямыз. Рұқсат берсеңіз, мен сұрақ қояйын. Біріншіден, біздің кәсіпкерлер палатасы біздің енді малый микробизнесқа көмек беруге солай бағыттанамыз. Сол стратегиялық бағытты қолданамыз деп. Мен енді жергілікті халықтың, я даже специально на русском скажу, я представляю здесь предпринимателей, микропредпринимателей, которые живут в аулах. Наш средний, крупный бизнес, мы можем себя защитить, и они могут. У них есть юридические департаменты, юридические службы. Я сейчас представляю ребят, и девушек, которые живут в аулах, и которым нужно помочь. Вот. И рабочих мест в аулах нет. Если аул поднимется, январские события покажутся детским садом. Это важно понимать. Поэтому очень коротко задам вопрос. При нашей ассоциации создан комитет поддержки веремифермеров. Веремифермеры — это люди, которые вот сейчас, я вижу, что в аулах это направление активно развивается, выращиваются черви, выращиваются органические удобрения, которые могут быть статьей выручки для нашего государства. Потому что веремифермеры, они, во-первых, повышают плодородный слой земли, во-вторых, они в целом увеличивают конкурентоспособность сельского хозяйства в целом, потому что переход наших фермеров на органические удобрения позволит нам сделать более конкурентоспособный товар, поставить на мировой рынок. Плюс еще на сам вермикомпост, на жидкой и твердой форме, огромный спрос на международных рынках. Если взять в частности, например, Саудовская Аравия, они заявили официально о покупке более 5 миллиардов литров. Это очень выгодная цена. Но теперь вопрос конкретный, наверное, Министерство сельского хозяйства. Вермифермерам, ребятам с аулов и девушкам с аулов надо помочь с землей. У них нет доступа к земле, у них нет больших денег. Для того, чтобы стать вермифермером, не нужны большие деньги, не нужны большие земли. Не надо это сотнями, тысячами гектаров это все. Каждому выделить хотя бы по 50, по 60 соток, они принесут в виде налогов и в виде экспортного потенциала много полезного. Поэтому предложение здесь, в частности, что? АПК, я знаю, вы ведете сейчас большую работу. В принципе, не могу сказать, что вы не работаете. Вы работаете. Но у меня просьба какая? Сделать 3 вопроса на системной основе. Первый вопрос. Это обеспечить жителей аулов возможностью для создания веремиферм или карбонных ферм землей. Много земли не надо, я еще раз повторяю. Второе. Обеспечить обучение ЛПХ и фермеров сельских, чтобы они могли для себя такой бизнес открыть. И нефть, вермикомпост продается сейчас дороже, чем нефть даже. Третий, очень важный вопрос, помимо обучения сельских жителей вермифермерству, у нас при поддержке вермифермеров необходимо сейчас при поддержке вермифермеров необходимо сейчас организовать системную работу с вермифермерами для того, чтобы мы могли на рынок поставлять отечественные органические удобрения. Это в целом в виде субсидирования. То есть если мы вопрос субсидирования для фермеров с органическими удобрениями поставим вопрос на системную основу, мы многим жителям аула создадим рабочие места. И последний, для комитета по делам строительства у меня вопрос, я этот вопрос поднимал. При строительстве зданий, вы знаете, сейчас есть ландшафтный дизайн, озеленение, туда завозят грунт, срезая плодородный слой земли, уничтожая нашу землю, откуда ни возьмись. Плюс еще, если они не завозят какой-то левый грунт, они привозят грунт с мусорных полигонов. И у нас с вами дети получают отравление, радиацию, заражаются гельминтами, потому что грунт вокруг этих зданий, сооружений, он неизвестного происхождения. Также предлагаем через вермифермеров обеспечить такие объекты грунтом и включить его в процесс вообще приемки зданий и сооружений, потому что людей надо защитить, а ульных ребят и девушек надо обеспечить работой. Спасибо, у меня короткий вопрос. Коллеги, задающий вопрос, мы договорились, регламент. Комитет управления по управлению земельными ресурсами по выделению касательно земель. Сейчас вы сами знаете, у нас задача была главы государства о возвращении неиспользуемых и выданных с нарушением земельных участков вернуть государственную собственность. В этих целях мы эту работу досрочно выполнили. У нас была задача 5 миллионов земли неиспользуемых земель вернуть государству. Нам не интересно, что вы делаете. Вы ответьте на вопрос. Нет, я хочу вот из этих земель, сейчас вот возвращенных земель,
любой желающий заниматься крестьянским или сельским хозяйством может участвовать на местах, в акиматах объявляется конкурс, через конкурс участвовать и получить эти земельные У участки. меня предложение конкретное. Вы включите нас в вашу рабочую группу, мы хотим справедливо раздавать эту землю. Вот конкретный вопрос такой. Можно так решить? Конкретно, да, коллеги, как вы поддерживаете? Да, есть специальная комиссия. Не надо комиссию, вы скажите, вы можете нас в этот процесс включить, чтобы мы справедливо дали? Вы же задали вопрос, идите уже на свое место. Есть специальная, есть земельная комиссия, которая вот распределяет данные земельные участки, созданные при акимате местных органов. И оно один раз в год как раз вот можно состав менять. Вот как раз вот в конце года вы можете этот вопрос мы можем поставить на Құрметті әріптестер, құрметті бүгінгі кездесуге қатысушылар, мен өзім жауап берейін. Субсидия туралы өздеріңіз білесіздер, жұмыс тобы басталған, жұмыс тобы жетіп отыр, сол өтті. Біраз өзгерістер болады дедік. Енді 95% бүгінгі ереже, жұмыс істеп жатқан сол ереже қалып жатыр. 5% үш төрт позиция алса, ендігі жұмада министр өзі жұмыс тобының руководителі, сол ендігі неделеде біз қайтадан қарастырамыз сол үш төрт позицияны. Соның ішінде сіздің позицияңызды бүгін мен айтып барамын. Бірге қарастырайық. Жақсы ма? Қызылорда облысы Ақтөбе жауапкершілігі серіктестігінің директоры Жұбаев Тұрғанбекұлы. Енді субсидияға байланысты айтайын деп